гостях у медиацентра «15 регион» директор Аланской гимназии Мадина Царазонова. Спасибо, что пришли. Добрый день. Добрый день. Мадина Викторовна, а сколько детей пришли к вам в этом новом учебном году? Наши ряды в этом учебном году пополнились 46 первоклассниками. То есть это рост, да? Да, это два больше, класса, чем в прошлом году. 2 новых класса. Мы стараемся держать цифру 20 человек в классе, но спрос ежегодно растет, и в этом году мы вынуждены были даже чуть превысить цифры приема. Но при этом у вас был и набор и 3 класса какой-то год, да? Были несколько лет у нас и 3 класса. Второй год работы Аланской гимназии мы набирали 3 класса, третий год 3 класса. Но сейчас в силу обстоятельств и в силу того, что учебные кабинеты должны быть в достаточном количестве, мы просто должны выдерживать определенный план приема. Как у вас организован учебный процесс? Расскажите о распорядке Дня школьников. Но распорядок Дня школьников, он устроен таким образом, что с утра до вечера дети находятся там. Помимо этого есть еще категория детей, которые и ночуют в школе, живут, да, потому что по структуре Аланской гимназии это интернат. И услуги интерната мы предоставляем детям из отдаленных районов республики, которые в течение недели не имеют возможности ежедневно приезжать. Они с понедельника по пятницу находятся в школе. А так сам распорядок дня устроен следующим образом. То есть с утра, как обычно, в самое продуктивное время это уроки. Потом непременно прием пищи – это обед. И динамический час – прогулка, когда дети могут отдохнуть. Вторая половина дня, она складывается тоже из нескольких этапов. Это самоподготовка, где есть возможность сделать письменные уроки основные, но это касается преимущественно начальной школы. И очень широкий спектр доп. Образования. То есть вторая половина дня, помимо внеурочной деятельности, которая предусмотрена во всех школах, в Аланской гимназии очень широкий спектр дополнительного образования. И практически до 8 часов вечера работают многие кружки, совершенно разные направленности, и спортивные, и творческие, интеллектуальные, поэтому выбор для ребенка огромен. Я слышала, что у вас очень много кружков и шахматы. Да, да. Чего только нет. Мадина Викторовна, вот вы сказали, что у вас в Аланской гимназии учатся дети из разных районов, а из каких преимущественно? Или нет такой градации? Нет, такой градации нет. Вы знаете, мы даже такую некую аналитику проводим, примерно в каком соотношении дети из пригорода и дети из города Владикавказа находятся. И примерное соотношение это бывает всегда 52-53% это приезжих и около 47% это городские дети. То есть примерно половина. Как стать учеником Аланской гимназии? Необходимо владеть остинским языком? Необходимо владеть остинским языком хотя бы на бытовом уровне, потому что 90% предметов в начальной школе, они стартуют на остинском языке. Это такие, как математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство. Это все ведется на остинском языке. Поэтому, понимая сложность ситуации и понимая желание родителей привести ребенка к нам, у нас уже не первый год работает подготовительная группа, целью которой... То есть вы еще и готовите детей? Да, целью которой является как раз-таки в игровой форме, в таком щадящем режиме подвести детей к тому уровню, который необходим нам в 1 классе, чтобы это не было стрессово, а это было такое мягкое вхождение в школьную жизнь, конкретно в Аланской гимназии. А что касается разработки учебных пособий, как они разрабатывались? Учебные пособия по модели, в которой работает Аланская гимназия, полилингвальные, они разрабатывались нашей кафедрой ЮНЕСКО. Они, естественно, сформированы таким образом, что 1 и 2 класс идет языковой интенсив, имеется в виду родной язык. То есть как раз-таки в этот период, когда формируется большая часть и словарного запаса, мы предметы преподаем на остинском языке. В 3 классе, в 4 классе там уже процентно к переходу в среднюю школу увеличивается преподавание предметов на русском языке, чтобы в переходный период в 5 классе дети могли свободно владеть терминологией на 2 языках, и на русском, и на остинском, потому что в социуме существовал некий страх, как же так, они вот 4 года на остинском, а потом в 5 классе, как они будут догонять своих сверстников. Поверьте мне, что догонять никого не приходится, то есть с этим все в порядке.
А что касается сдачи ОГЭ там, в старших классах? Ну, вы знаете, мы же понимаем, как образовательная организация, свои перспективы, и понимаем, что мы тоже живем в России, и понимаем, что итоговая аттестация, она непременно должна быть. И те предметы, которые требуют итоговой аттестации на выходе, они с 5 класса ведутся на русском языке. И математика, и физика, химия, все вступающие предметы. Но вы понимаете, когда мы говорим о структуре урока, то, наверное, нужно бывает мне пояснить, и не только мне, и нашим педагогам. Вот если мы на уроке химии говорим о молекулах воды, то они везде одинаковые формулы обозначаются. Но когда мы тут же на уроке говорим о пользе воды, то почему бы об этой пользе не рассказать на осетинском языке, тем более в осетиноговорящей аудитории, как получается в классе. Поэтому хочется хотя бы вкраплениями и вот такими вот нужными вещами, как национальный и региональный компонент, эту языковую среду поддержать, сохранить, при этом не усугубив или ухудшив ситуацию с усвоением материала на предметах, которые требуют итоговой аттестации. А как обстоят дела с рабочими кадрами? Вот учителям как вливаться в такую систему? Очень тяжело. Тяжело, знаете, вот, наверное, кадровый вопрос в образовании, он последние годы на самом деле как-то вот... Не могу сказать, что решается легче, наоборот, такое ощущение, что усугубляется. А в нашем случае это, наверное, происходит еще более ощутимо. Но могу сказать, что на сегодняшний день, например, начальная школа у нас укомплектована кадрами полностью, и очень много влилось молодых перспективных педагогов. И вы знаете, это вселяет надежду о том, что в начальной школе мы сейчас практически взаимозаменяемы. То есть если вдруг по какой-то причине нет какого-то из учителей, то там уже сформировалось такое вот взаимозаменяемое. Ну, учителя начальной школы уже успели о себе заявить. На конкурсах, то есть уже о них слышим. Да. А вот в среднем звене мы сейчас как раз-таки нарабатываем вот тот коллектив, который хотелось бы иметь в перспективе. Есть вступающие предметы, например, в этом году только у нас начинается физика, потому что наши дети доросли до 7 класса. Да. И потихонечку, я думаю, что пара лет понадобится и здесь тоже, чтобы сформировать тот коллектив и тот костяк, который бы был перспективный, профессиональный, готовый над собой работать. Ну, и есть еще шаги, которые сейчас мы предпринимаем в этом направлении. Мадина Викторовна, а в чем отличие работы учителей Аланской гимназии от работы учителей общеобразовательных школ? Отличия, наверное, как такового я не назову вам. Единственное, что могу сказать, что в Аланской гимназии с самого начала во главу угла, конечно, поставлен приоритет воспитания. И на самом деле вот планка заданная, она сподвигает нас формировать такой коллектив, чтобы это действительно было сверхпрофессионально. Конечно, сразу, возможно, этого достичь не получится, но понимая, что профессионалов привлечь не всегда просто, понимая, что если приходит молодой специалист, то ему тоже нужно расти и профессионально развиваться, мы просто понимаем, что есть несколько направлений, по которым нужно работать. И это не только профессиональные компетенции, это и в том числе, скажем так, быт и материальный достаток педагога тоже. Мы все живем в современных условиях и понимаем, что это немаловажно. И в связи с этим я хочу сказать, что в этом году мы имеем возможность, благодаря нашему попечительскому совету, запустить новый проект, который как раз-таки направлен на привлечение и формирование профессионального коллектива. И могу даже сказать, что все вновь принимаемые педагоги в Аланскую гимназию с этого года проходят мониторинг профессиональных компетенций. И при этом, показывая результат 80% и выше, устанавливается надбавка ежемесячно 20 тысяч в месяц на год. То есть это инициатива нашего попечительского совета, и я думаю, что это будет станет... только первый год, да? Сейчас это будет на год, мы посмотрим на результаты, и я думаю, что дальше, в зависимости от сделанных выводов, эта работа будет корректироваться, я надеюсь, продолжаться. Целью этой работы является как раз-таки вот в нынешних условиях привлечь кадры, в том числе и молодые, потому что
Вы знаете, сейчас и среди молодых педагогов есть достаточно, ну, скажем так, в хорошем смысле этого слова, амбициозные и готовых над собой работать. И вы знаете, мне кажется, что очень открыты для такой молодежи. Я думаю, что молодежь это чувствует, и те успехи, о которых вы упомянули, это, наверное, тоже плоды такого восприятия реалий. Мадина Викторовна, а что представляет из себя этот мониторинг? Во-первых, это независимая площадка. В нашем случае это площадка Башкирского педагогического университета, где каждый учитель-предметник может в своем предмете пройти этот мониторинг. Это тест или что? Это тест в электронном виде, в личном кабинете сдается этот тест. Потом по итогу этого мониторинга для каждого педагога выстраивается индивидуальная образовательная траектория. То есть если какие-то вопросы мы видим, что проседают, площадка предлагает как раз-таки материал, ресурс, проработав который, педагог через какое-то время может повторно это сделать и посмотреть, насколько он повысил свои знания, да, насколько он свои профдефициты. Результаты второго мониторинга будут учитываться или нет? Ну, вы знаете, мы планируем сейчас провести его в этом году первый раз. Частично уже мы его даже провели, то есть часть предметников его написала, мы сейчас ждем обработки результатов. И я думаю, что через год мы это повторим, потому что практика, она как раз-таки нужна бывает и во времени для того, чтобы все, что ты теоретически почитал, наработал, ты должен попробовать применить в работе и убедиться самому, естественно, в том, что ты эти технологии, эти методики успешно применяешь и что они дают результат, главное. То есть наш результат – это результат детей. Не только наши теоретические знания. И вот когда результат детей идет вверх, когда наши профкомпетенции идут вверх, вот тогда совокупный результат уже говорит о профессионализме. А есть ли какие-то подобные программы для тех учителей, которые уже работают в Иланской гимназии? Да, конечно, действующие учителя также проходят этот мониторинг. И вы знаете, это не единственный критерий, по которому оценивается успешность учителя. Есть еще обратная связь от родителей. То есть это анкетирование, где мы должны видеть мнение родителей о тех или иных процессах, происходящих в школе. И третий важный критерий – это, конечно же, внешние мониторинги результативности учебной деятельности детей. То есть если независимые срезы знаний, независимые экспертизы, ВПР, да, показывают и подтверждают результат детей на достаточно высоком уровне, то, конечно, мы все понимаем, что это работа учителя. Но это будет как-то оценено финансово? То есть если новые преподаватели будут получать надбавку в размере 20 тысяч, а те учителя, которые уже работают, если пройдут этот мониторинг и тоже сдадут его на хорошие баллы? Они на таких же условиях тоже 20 тысяч в зарплате. Да? Причем, вы знаете, я еще хочу пояснить такой момент, что у нас в коллективе есть 3 большие категории педагогических работников. Это учителя, это воспитатели и это педагоги дополнительного образования. И там идет определенная градация, так как основная нагрузка ложится на учителей и предметников, конечно, их надбавка получается чуть больше 20 тысяч. Надбавка в случае успешного прохождения мониторинга педагога доп. Образования составляет 15 тысяч. Тоже неплохо. И надбавка воспитателя 10 тысяч. То есть, понимаете, мы хотели бы охватить все категории, потому что с утра до вечера у нас процесс непрерывный, и без даже одной из этих категорий работа уже не будет такой, какой... У вас круглосуточный процесс, судя по тому, что это интернат. Да. А сколько детишек сейчас у вас в интернате? Сейчас у нас уже 314 детей обучающихся, а начинали мы с 40. У вас очень интересная школьная форма. Расскажите, ее родители приобретают самостоятельно или школа как-то обеспечивает? Вы знаете, наша форма, да, она выделяется среди всех существующих форм, наверное, в республике, стилизованная. И я хочу сказать, что уже, наверное, стала хорошей традицией, что ежегодно форму для первоклассников приобретает глава нашего попечительского совета Вячеслав Зелимханович Петаров. Ну, а дальше, по мере того, как дети растут, естественно, родители поддерживают. Это одно из непременных условий, которое было определено при открытии школы на входе, что школьная форма у нас есть, и это
Индивидуальная и очень красивая. Да, да. Скажите, с какими, может быть, у вас есть с какими-то вузами соглашения, которые готовят профессиональные кадры для вашей Аланской гимназии или нет? Вы знаете, у нас есть соглашение и с нашим университетом, то есть факультет педагогики начального обучения. Это как раз-таки тот факультет, выпускники которого в большом количестве работают как раз-таки в Аланской гимназии. Это преимущественно начальная школа, где педагогов обучают методике преподавания предметов и на русском, и на остинском языке. Но, к большому сожалению, последние несколько лет вот эта специальность на факультете, она не функционирует. И сейчас на обсуждение попечительского совета был вынесен этот вопрос. Мы все в один голос говорим о том, что необходимо просто возобновлять эту практику, и необходимо, чтобы вот подготовка кадров для национальных школ, для полилингвальных школ, она непременно велась. Спрос на это очень большой, потому что мы знаем, что Аланская гимназия хоть одна пока в республике, но одиночные классы с обучением полилингвальным, их много в республике. В одиночном классе это тоже становится большой сложностью, вот найти кадры, которые будут работать в этой системе, которые смогут преподавать, потому что это нужно делать так же свободно, как вот мы с вами сейчас разговариваем на русском языке, и, к сожалению, не все педагоги могут... Свободно думать на остинском, так же, как и на русском. Да. Скажите, а как обеспечивают питанием учеников Аланской гимназии? Вопрос питания в Аланской гимназии тоже очень важен, и все предыдущие годы мы старались вывести его на такой уровень, чтобы вопросы качества питания не возникали ни у контролирующих органов, ни тем более у родителей и наших детей. И я могу сказать на сегодняшний день, что школьное питание у детей, оно исключительно положительные эмоции вызывает. И вы знаете, даже такой приведу пример. Дети хорошо знают наше меню и знают, в какой день у нас остинские пироги, не позволяют себя раньше забрать из школы в этот день. Но есть новшество в этом деле тоже. С этого года мы переходим в аутсорсинг, и вопрос питания будет отдан в этом году комбинату школьного питания. Но при этом хочу подчеркнуть, что вся наша команда поваров и работников пищеблока сохранена. Мы готовую продукцию не получаем, мы также готовим сами. Немножечко изменилась просто сама структура питания и сам процесс поставки продуктов. Вот и все. А сами продукты изменились? То есть теперь их будет закупать комбинат школьного питания? Да, теперь их будет закупать комбинат школьного питания. Раньше это делали мы, но контроль качества, эта функция за нами остается. Мы, конечно, не слагаем с себя этих обязательств. И ежедневный контроль пищеблока, он, конечно, все-таки наш. Поэтому и качество мяса, и качество овощей, и качество хлеба, оно обязательно под нашим контролем. Все продукты сертифицированы. Мы очень тесно работаем с системой Меркурий. Те, кто занимается питанием, они понимают, о чем я говорю. Я думаю, что все будет... Аланская гимназия работает уже 6 лет. Вот, какие цели вам удалось достичь за эти 6 лет? Самые важные, на ваш взгляд? Самые важные цели, наверное, первое и главное, это то, что жизнеспособность школы, она сегодня не подлежит сомнению. Аланская гимназия доказала. Да, это, я думаю, что факт. То, что мы прошли ступень начального обучения, и все опасения в обществе, которые были в плане того, что материал, преподаваемый на остинском языке, не будет качественно усвоен, я думаю, что эти сомнения тоже уже остались позади, потому что результаты внешних мониторингов детей говорят о том, что мы не показали худший результат. Естественно, где-то есть даже лучше, но вся работа внутри, которая должна вестись по улучшению этого качества, она, конечно, непременно будет. То есть вот сейчас у нас есть возможность проанализировать этот большой шаг начальной школы, посмотреть, что можно улучшить, и уже в перспективе вносить коррективы и расти. Сейчас для нас новым этапом и важным становится уже средняя школа, да, где мы уже вступаем в... как ваш первый набор. Да, к обучению новых предметов. И вот сейчас задача приоритетная, чтобы уже на рубеже выхода на итоговую аттестацию в 9 классе
конечно же, показать, ну, хочется амбициозно показать, конечно, тоже достаточно хорошие результаты. Но я всегда говорю и всегда понимаю, что судить о нас можно будет исключительно только тогда, когда мы сделаем первый выпуск. И, наверное, все наши ошибки, возможно, все наши достижения, они будут явно видны, когда мы 11 класс выпустим и будем понимать, насколько востребованы наши выпускники. Мадина Викторовна, спасибо большое, что пришли к нам в студию. Желаю вам всего хорошего. Спасибо большое вам тоже. Всего доброго.